Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что происходит в его жизни, что с ним происходит. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему, задайте ему вопрос, что происходит в твоей жизни, что с тобой сейчас происходит. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками по экрану, что сейчас от нас скрыто, то, о чем желаю услышать и узнать. Так, мужчина, что с ним происходит? Весь в делах, весь в заботах. Каким-то делом он занят, либо всего себя посвящает какому-то делу. Рядом с ним друзья, либо соратники, может быть, сослуживцы, может быть, коллеги находятся. Очень, кстати, хорошие люди, добрые, открытые, понимающие. Вот как будто бы вместе они что-то делают, чем-то занимаются. Но у мужчины, у загаданного мужчины есть серьезная проблема. Ему очень сложно сосредоточиться на том деле, которым он занят, да, на той работе, на той деятельности, которой нужно заниматься. У него что в правой руке, что в левой руке сердце. Да, вот сердечная тоска, сердечные переживания, сердечные мысли. Постоянно отвлекается на вас, постоянно отвлекается на свои мечты о вас. Постоянно он прям с головой уходит в размышления. Где вы, что вы, чем заняты, верны ли ему, ждете ли его, примете ли его. Понятно, что вы все разные, и мужчины, у вас разные, отношения разные. Постоянно о вас думает. А вот эти ребята, да, друзья, смотрят на него и улыбаются. Да? Потому что таким его раньше никогда не видели. Вот как летает в облаках. Так, еще, мои хорошие. Вижу, что какая-то женщина на загаданного вами мужчиной положила глаз. Женщина очень-очень худая и, кстати, очень злая. Прям как ловушку ему готовит, либо как охоту на него объявила. Не могу сказать, кто она ему приходится, но явно она на него охотится. Как-то она у него под левой рукой находится. Может быть, просто знакомая, может быть, какая-то даже бывшая. Но вот явно охота, объявила охоту на него. Очень, кстати, хитрая женщина. Она еще та провокаторша. И еще вижу, что она может быть опасной для него. То есть она может даже спровоцировать какую-то негативную ситуацию для вашего мужчины. Какое-то испытание его ждет с этой женщиной. Помочь вы ему не можете, он сам должен это пережить. Вот, если вдруг до вас дойдут какие-то слухи, что он там, дескать, с кем-то, либо его где-то с кем-то видели, знайте, что мужчина здесь ни при чем. Знайте, что на него просто объявлена охота, да, и какая-то девица на него охотится. А он к ней ничего не имеет, он только о вас думает, только о вас мечтает. Так, мужчина. Недавно, кстати, он попал в какие-то неприятности, либо какие-то расходы понес. Как будто бы кто-то его ругал недавно. Либо, знаете, так вот требовательно, по-злому с ним разговаривал. Где-то он то ли ошибку допустил, то ли... Вот знаете, как что-то не срослось, что-то не случилось. Да, неприятность какую-то пережил, но от вас он это будет скрывать. Меньше всего он хотел бы, чтобы вы узнали, что у него есть неприятности. Ему очень важно, чтобы в ваших глазах он был прям такой герой. Герой в таких сияющих доспехах, что я такой мужчина, хоть куда, у меня все получается, я там лев по жизни, все в своих руках держу. Вообще крутяк.
Для него это важно. Не расскажет он о своих проблемах, скорее будет делать все для того, чтобы эти проблемы скрыть. И смотрите, еще такой момент вижу. Мужчина в деньгах нуждается, либо для него деньги на сегодняшний день — это цель номер один. И так может отыграться. Деньги ему нужны для вас. Либо на вас ему деньги нужны, да, чтобы вам, может быть, материально помогать, если он ваш муж, если он ваш парень, да, вместе вы находитесь. И также деньги нужны для того, чтобы за вами ухаживать. То есть дарить вам хорошие, шикарные цветы, дарить вам хорошие, стоящие вас подарки. Вот на это деньги нужны. И он прям на эти деньги как голодный становится, да, в поиске денег, где бы я мог заработать, что я там могу сделать, может быть, что-то продать, где денег взять. На такой момент, острый момент с деньгами. Но опять же, вам он об этом не скажет. Он не будет вам говорить, что у меня нет денег, потому что это кидает тень на его этот светлый образ, который он очень долго выстраивал перед вами. Да. Мужчине очень важно, чтобы вы видели в нем настоящую опору, настоящего мужика, сильного, ловкого, на кого можно положиться. Для него это прям архиважно. И он очень много, кстати, тумана из-за этого напускает. О проблемах не говорит, о сложных ситуациях не говорит. Хотя если бы он вам рассказывал вот все как есть, вы бы могли давать ему хорошие советы. Я вижу, что вы женщина умная, я вижу, что вы очень крутая интуитка. Даже если вы чего-то не знаете, но ваша интуиция вас ведет, вы бы ему здорово помогли, подсказали, на что-то обратили внимание, какие-то советики бы ему классные дали. А вот видите, он не желает терять вот этот светлый образ в ваших глазах, поэтому молчит как партизан. Иногда, кстати, вы его не понимаете, и даже он вас может раздражать вот таким своим поведением. Типа, у меня все хорошо, у меня все классно. Да, но так же не бывает, вы же это тоже чувствуете. Чувствуете, что он там привирает, чувствуете, что он там какие-то острые моменты обходит, либо разговоры переводит. Вы думаете, что он, вот такой балбес, да, либо просто не желает с вами делиться, не доверяет вам. На самом деле все не так. Все абсолютно не так. Вы для него дама его сердца. Вы для него та, для кого он живет, для кого он дышит, для кого он каждый день просыпается по утрам. Мужчина прям все ярче и ярче начинает гореть к вам. Не знаю, то ли он влюбляется в вас, то ли он наконец-таки начинает осознавать, да, какие сильные чувства он к вам испытывает. Здесь какая-то, знаете, смешанная ситуация, когда и любовь, вот такая светлая, нежная, чистая, и какие-то безумные страсти у него к вам. Жажда вас, желание постоянно вами овладевать. Такое, знаете, намешанное идет. Почему-то мужчина очень часто смотрит на часы. То ли он должен с вами совсем скоро встретиться, то ли как рабочий день должен закончиться, либо какая-то минутка появится, свободная, перерывчик, да, чтобы с вами созвониться, либо списаться. Постоянно смотрит на часы. Так, девочки, чувства, конечно, у него замечательные в вашу сторону, но с этой его скрытностью надо что-то делать. Надо как-то вам его разговорить, потому что вижу, что он все больше и больше запутывается в своих проблемах, а помочь как будто бы некому. Либо помощники так себе ни о чем. Вот если бы вы его смогли разговорить, то вы бы ему здорово помогли. И вообще, в принципе, очень быстро бы все между вами начало развиваться, причем в ту сторону, в которую вы хотите. Да, как-то надо ключик к нему найти. Подумайте об этом. Вы должны его именно разговорить. Он должен прекратить стесняться и смущаться о вас. Он должен быть перед вами честным и открытым. Это и вам в плюс пойдет, да, потому что вы тоже начнете ему больше доверять, и ему вы сможете помочь. Да, он в вас очень сильно нуждается. Очень сильно. Особенно в вашей помощи, в ваших подсказках. Так, девушки, вижу, что какой-то вечер будет, какое-то мероприятие намечается. Вот мужчина может здоровски напиться
и даже какие-то вещи потерять. Вы либо с ним идите, либо как-то его отговорите. Не знаю, то ли чей-то день рождения, то ли какая-то вот знаменательная дата. Может быть, у кого-то ребенок родился. Надо как-то отговорить его, чтобы он туда не шел. Но отговорить, чтобы не пил, нет, так не получится. Там все будут пить, и ему 100% нальют, и, знаете, как заставят, принудят. Вот. Вот смотрите, он вам скоро скажет, либо уже сказал, да, о каком-то мероприятии. Отговорите, пусть не идет, придумайте что-нибудь. Иначе он там в зюзю напьется и какую-то вещь может потерять, там телефон, документы может какие-то важные потерять, что-то может потерять. И потом уже эта вещь никогда не найдется. Надо его отговорить. Он у вас, не знаю, то ли пить не умеет, то ли, ну, действительно такой податливый, его можно уговорить. Там напоят его просто до поросячьего визга. Вот отговорите, пожалуйста. Он вам за это будет благодарен. Так, еще. Вижу, что у него к вам какой-то вопрос есть, который он стесняется задать. Вопрос личного характера. Может быть, даже не просто вопрос, а как предложение, да, готова ли ты быть моей женщиной, готова ли ты выйти за меня замуж, там, родишь ли ты мне ребенка, в таком ключе. Он несколько раз пытался и как-то в обратную пошел, да, не решился. Но хочет у вас спросить. А вы тоже ведь чувствуете, что хочет что-то спросить, и вот виляет хвостом. Ой, девчонки, он для вас практически открытая книга, за исключением некоторых там страничек, да, которые он так склеил, держит, не пускает. Ну вот что касается его проблем. Если вы пара, то вы очень хорошая пара. А если вы парой станете, да, идете к тому, чтобы стать парой, то здесь мужчине очень с вами повезет. Очень-очень повезет. Да, вы желанная женщина и мечта, да, мечта любого мужчины. Мужчины вообще о вас часто мечтают и часто, кстати, говорят. Возможно, вы об этом не знаете, ну, либо знаете. Вот вижу такое за вашей спиной. Мужчины часто смотрят вам вслед, часто о вас говорят. Вы такая крутая женщина, красивая, самодостаточная, независимая. Взгляд у вас какой-то прям особенный. Вот, знаете, как царская кровь, да? Вы как царица. Да, мужички так на вас посматривают, вздыхают вам вслед. Да, любой бы душу продал, лишь бы с вами быть. Но не с любым вы согласитесь быть вместе. Ну что, девочки, мужчина любит, мужчина все больше и больше, все сильнее и сильнее влюбляется. И видите как, он даже на работе своей сосредоточиться из-за вас, получается, не может. Ну, потому что мечтает о вас, потому что думает. Постарайтесь его разговорить, постарайтесь с ним наладить более доверительные отношения. Поверьте, и вам будет легче, вы все будете про него знать, и ему тоже будет хорошо, потому что вы ему во многом можете помочь. Да, во многом и подсказать, и решить какие-то за него головоломки, задачи. И даже предупредить его там, на скользких местах, да, чтобы он не упал. Вы хорошая пара, у вас светлое будущее. Я вижу, что счастье вас ждет вместе. Так, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.